Глава администрации Сухума Беслан Эшба посетил городскую поликлинику номер 1, в которой проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Пока это единственное место проведения вакцинации для сухумчан. Со следующего понедельника откроется еще один пункт в Синопе. На первом этаже поликлиники оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации. Беслан Эшба с заместителем Астамура Машуба осмотрели кабинеты. Главврач Сухумской городской поликлиники Лиана Ампар рассказала, как проходит прием граждан. Процесс вакцинации стартовал во вторник. Уже привиты 30 человек. Каждый день принимают по 15 человек, заранее записавшихся на процедуру. Как рассказала главврач поликлиники, накануне обзваниваются люди из списка. После того, как они подтвердят свой приход, привозят обозначенное количество вакцин. Каждому пациенту уделяется по полчаса времени. Кроме уточнения анамнеза и состояния вакцинируемого на первичном осмотре, заполнения анкет и введения самой вакцины, медработники еще некоторое время не отпускают пациента, наблюдают за ним, выявятся ли у него какие-либо побочные реакции. Главврач поликлиники отметила, что наблюдается активность и большой спрос на вакцинацию. Запись у меня пошла и на завтра, и на ту неделю. Да. Я даже не ожидала, что такая будет активность. На встрече главврача поликлиники и мэра обговаривалась возможность увеличения пропускной способности при вакцинировании граждан. Однако решено было оставить прежнее количество. Беслан Эшба подчеркнул, что первыми должны быть привиты медработники. На контроле у вас по количеству людей, так, чтобы здесь и столпотворения не было, и в то же время, чтобы люди знали, когда, в какое время они записаны прийти на вакцинацию. Приоритет определен не нами, определен правительством, в первую очередь медработники, потом все остальные. Беслан Эшба осмотрел кабинеты, которые функционируют в поликлинике, рентген-кабинет, УЗИ и БТИ. В кабинете БТИ, Бюро телесного осмотра, ведется учет тех, кто ежегодно проходит медицинский осмотр для получения медкнижек. Это учителя, работники пищеблоков, мигранты и другие. В картотеке БТИ зарегистрировано чуть больше 2000 человек. Беслан Эшба обратил внимание на то, что это очень мало для Сухума. Заведующая кабинетом медосмотров Вера Казарян рассказала, что каждый год отчитывается перед вышестоящей инстанцией, фиксирует злостных нарушителей пофамильно, которые не проходят периодический медосмотр. Эти списки направляются в СЭС, чтобы уже они принимали меры. Беслан Эшба отметил, что если в управление здравоохранения столицы направят такую информацию, администрация и со своей стороны окажет содействие. Те, кто уклоняются, мы должны знать о них. Ну и вас будет надо еще более, усилить работу. 2000 человек по городу – это мало контроля. Побывал мэр и в кабинете УЗИ. В связи с перебоями в электроэнергии недавно сгорел один из датчиков аппарата УЗИ. Администрация города возьмет на себя расходы по приобретению нового датчика. Написали докладную, мы занимаемся, Астамур Зарыч поручено, будет заменен датчик. Замглавы Астамура Шуба, который курирует медучреждение Сухума, осведомлен о проблемах поликлиники по хозяйственной части. В столичной администрации рассматривается возможность обустройства стояночных мест для удобства паркования горожанами своих автотранспортных средств. Возле поликлиники всегда заторы, а подъезжающие паркуются на тротуаре, усложняя передвижение пешеходам. И сейчас в мэрии обсуждаются пути решения этого вопроса. Также обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным водоснабжением и автономным электроснабжением, а также вопрос обустройства самой поликлиники, ремонта внутренних помещений, фасада и забора, который стоит с советских времен и уже накренился. В ожидании капитальных строительных работ коллектив поликлиники поддерживает порядок на прилегающей территории. Сегодня же мэр Беслан Эшба побывал в инфекционной больнице Сухума, где проходят лечение горожане с диагнозом COVID-19. Со знакомительным визитом туда приехал новый министр здравоохранения Эдуард Бутба. Глава столичной администрации рассказал, что сделано в больнице для оказания помощи больным. Сложный препарат – это полинейный зал, остальное, в принципе, идет. Мы, в принципе, все практически заказываем в аптекоуправлении в нашем группе. У нас с ними контракт, договор, заявка приходит в управление здравоохранения, перенаправляем туда и потом, что своими силами оплачиваем, что поддерживает капитальный вариант. Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил мэра за проделанную работу, отметив, что собирается пообщаться с главами районов, где проводится лечение ковид-больных. В такое время мы все должны быть вместе. Спасибо. Я сейчас с инспекционными поездками хочу проехаться по всем лечебным учреждениям нашей страны, побывать во всех городах, где есть лечебные учреждения, пообщаться с больными. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Министр в сопровождении исполняющего обязанности главврача инфекционной больницы Астамура Гуня побывал в красной зоне. На сегодняшний день 35 горожан с диагнозом COVID-19 проходят лечение в этой больнице. Амраевич Вадавидавец Бамадина Бганба, пресс-служба администрации города Сухум.